В странах Прибалтики продолжаются избирательные кампании. После завершившихся в Латвии парламентских выборов, 6 октября, политическая эстафета перешла к Эстонии, где голосование в парламент пройдет 3 марта. Комментируя ситуацию вокруг прибалтийских выборов, эксперты отметили, что результаты народного мнения говорят о глубоком идеологическом кризисе в двух постсоветских республиках. Одной из главных новостей, обсуждаемой прибалтийскими СМИ, стало формирование в Латвии состава правительства, по итогам которого на должность премьер-министра был назначен чиновник, Кришьянис Каринш, проживший большую часть времени, более 30 лет, в США. Если рассматривать сухие цифры текущих выборов в Латвии и опросы общественного мнения в Эстонии и сравнить их с результатами 4-летней давности, особенностью нынешних избирательных процессов стал рост интереса к идеям национализма. Например, провокационная реклама партии «Эстония-200» в Таллине, разделившая эстонцев и русских по национальному признаку, вызвала крупный скандал, однако спустя 3 недели принесла партии заметную узнаваемость. По последним данным, движение сегодня получает около 5% голосов, что позволяет рассчитывать на несколько мест в парламенте. Однако добиться более крупного успеха на мартовских выборах имеет шансы консервативная Народная партия Эстонии, лидер которой, Хельми Парт, регулярно поднимает тему угрозы исчезновения эстонской нации, называя русских в Эстонии «пятой колонной». По предварительным данным, политическое объединение может рассчитывать на 15% голосов избирателей, в то время как в 2015 году правые консерваторы получили 8%. Очевидно, складывающаяся тенденция – один из результатов многолетней работы по насильственной ассимиляции национальных меньшинств в интересах процветания титульной нации. Напомним, что в начале прошлого года в Латвии был утвержден закон, значительно ограничивающий возможности получения образования на русском языке. Инициативу, ущемляющую право русского меньшинства, в ближайшее время также планируют реализовать эстонские власти. Продолжая тему выборов, на фоне роста сторонников нездорового национализма, среди представителей титульных наций с таким же успехом увеличивается число противников идеи единства нации со стороны национальных меньшинств. Отметим, что в Латвии и Эстонии проживает почти 30% русских и около 40% русскоговорящих, при этом в отдельных местах численность русских людей достигает 85%. Очевидно,
что стимулирование руководством Латвии и Эстонии спроса на национализм с учетом демографических особенностей региона можно сравнить с процессом наведения заряженного пистолета к собственной голове. Как пишут прибалтийские СМИ, на сегодняшний день уезд Доверума, самый русскоязычный район Прибалтики, испытывает острую нехватку эстонских учителей в силу того, что преподаватели из других районов не хотят жить в инородной для них среде. Проблемы на национальной почве испытывают и русскоязычные города в Латвии: Лиепая, Резекне, Даугавпилс. По информации правоохранительных органов, в конце прошлого года в Лиепае произошло несколько крупных драк между учениками русских и латышских школ. Сообщалось, что в конфликтах принимали участие учащиеся 4-х школ города, 6-я, 8-я, 10-я и 12-я Лиепайские средние школы. В дополнение к сказанному необходимо напомнить, что 2 года назад по заказу Министерства обороны Латвии был проведен провокационный опрос, целью которого было узнать действия населения в случае военного конфликта с Москвой. Как сообщают жители эстонской Нарвы, которые регулярно ездят за продуктами и сигаретами в русский Ивангород, города Нарва и Ивангород находятся в нескольких десятках метров и разделены российско-эстонской границей, Прим. РВ, Эстония является для них местом комфортной жизни, не имеющего отношения к понятию Родины.